Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 17 по 23 октября для вас. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы, поэтому смотрите либо знак асцендента еще, либо лунный знак. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, не у всех одинаково они проигрываются, но в любом случае вы здесь найдете для себя какую-то подсказку. Также, если я, напоминаю вам, если я что-то не замечу в данном прогнозе, какое-то совпадение, вы, конечно же, пишите мне в комментариях, я вам обязательно отвечу, что может обозначать данная, допустим, карта, данное совпадение. Так, и не забываем ставить лайки для обмена энергиями. Итак, козероги с 17 по 23 октября. Давайте смотреть ваши события. Козероги с 17 по 23 октября. Так, первое событие у нас связано со слезами. Ну, смотрите, здесь такая двоякая карта. Это могут быть как слезы радости, так и слезы печали. Так, а давайте-ка мы посмотрим, что это у нас за слезки. По поводу чего? Так, ну, смотрите, кто-то может в каком-то общественном месте, кто-то может довести вас, вы очень сильно расстроитесь. Здесь какое-то разочарование, может быть конфликт, и очень сильно расстроитесь. Довести до слез, да, может довести до слез. Какая-то внезапный звонок, внезапная новость, либо какое-то внезапное известие, что-то неожиданно. Так, так. Так, что-то неожиданно. Смотрите, что-то может быть связано с болезнью. Какая-то неожиданная новость. Что-то, вы знаете, как внезапно какая-то болезнь. Внезапно поднялось давление, внезапно поднялась температура. Внезапно кто-то позвонил и сказал о болезни чьей-то. Поэтому могут быть тут и слезки, кстати. И там конфликт еще у нас все-таки будет какой-то. Так. Болезнь кратковременная, по большому счету. То есть это может быть, кстати, обратите внимание на давление, все, что связано с головой, ухо, горло, нос и температура ОРЗ, вот это вот может быть. Так, так. Так, ну пока что ничего не замечаю больше. Ладно, давайте-ка еще дальше смотреть. Часы. Смотрите, слишком много на себя взвалили и будете куда-то опаздывать. На что-то катастрофически не хватает времени. Но опять-таки это все поправимо, это все временно, какое-то временное явление. Метла у нас тут есть еще. Опять-таки, видите, ссора у нас тут выпала все-таки.
Слезки, ссора выпала у нас все-таки. Ну вот с кем-то ссора. С какой-то женщиной. У нас тут сопутствующая карта, может быть, еще. Может быть, с какой-то женщиной. Так. Так, есть у нас здесь интимная связь, смотрите. Мгновенная новость. Ну, касаемо, смотрите, тут кровать может еще говорить по поводу интимной связи, может быть внезапная новость, там интимная связь. Может быть интимная связь, но еще тут, знаете, как человек, так как у нас тут есть болезнь, так внезапно слег. То есть тоже как может быть такая ситуация. Пришлось лечь на больничную койку, может быть, в больницу лечь. Ну, опять-таки, это все временно. То есть тут не какая-то затяжная болезнь, а что-то временно. Не часы об этом говорит, что что-то временно. Может, внезапно поднялась температура. Вот мы и слегли, допустим, да. То есть получается вот так вот. Так, дальше. Давайте-ка будем проверять, что у нас еще тут есть. Так, тут у нас уже есть, проверили, да. Так. Так, тут нету. Так, сопутствующая у нас тут есть неприятность. А вот еще у нас есть бабочка. Смотрите, какая неприятность может касаться, кстати, вот каких-то деловых отношений, каких-то рабочих деловых отношений, что-то касаемо работы или бизнеса. Так, но опять-таки это временно, и может быть там ссора. Угу. И тут у нас надежда на лучшее. Так, покажите нам надежду. Надежда на лучшее. Оправдаются ли надежды у нас? Что это за надежда? Ну, смотрите, надежда может оправдаться, вполне возможно, что-то касаемо денег. Надежда может оправдаться, но не так быстро. Не так быстро. Что-то будет длиться, что-то долго будет и сложновато. Так, ну что, давайте-ка подытожим. Начало недели у нас буквально чуть ли не с понедельника начинаются слезки. Слезки могут быть, и конфликт тут может быть какой-то, но это все временное явление какое-то. Что-то может быть еще слезки из-за какой-то болезни, что-то внезапная новость, внезапная интимная связь может быть, внезапная болезнь, внезапно слегли, температура, давление, ухо, горло, нос. То есть можете какая-то внезапно поднялась температура и слегли, допустим, да. Что-то еще может быть внезапная новость по поводу работы, деловых каких-то отношений, какая-то неприятная новость, потому что выпала здесь у нас неприятность. И болезненная какая-то для вас вполне возможно, что-то болезненно. Опять-таки здесь временно. Надежды на улучшение, да, будут, но, как мы смотрели, не так быстро все пройдет. То есть это какой-то длительный, тяжелый процесс. И может быть конфликт еще. Конфликт какой-то, ну вот бытовой, но ссора, но не такая, знаете, не переросла прям в огромный конфликт. Нет, это просто поссорились, так, погрызлись. Ну, как бы вот так вот. Все. Вот такой вот расклад для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока. До новых видео.